Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости, любители футбола! Я бы вас всех попросил освободить наше футбольное поле и выйти за пределы площадки, потому что прямо сейчас, прямо здесь, на этом самом прекрасном поле с шикарным видом и зеленым газоном мы хотим встретить нашу прекрасную творческую группу, которые хотят показать вам свой творческий мир. Чуть-чуть, да, немножко раздвинемся, давайте отойдем в край. И прямо сейчас встречайте творческую группу «Артисты» под ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья. Раз. Раз. Ваши бурные овации, аплодисменты, друзья, перед вами выступала группа «Артисты». Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые гости, мы попросим сейчас наших футболистов, финалистов пройти в подтрибунное помещение, и совсем скоро, с минуты на минуту, мы уже начнем наш финальный матч. То, ради чего мы здесь сегодня собрались,
чтобы определить победителя Кубка Мухаммеджина 2024 года. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители! Всех приветствуем на нашем прекрасном поле в городе Кукмар на стадионе имени Рената Шакировича Мухаммеджина. Давайте поаплодируем друг другу и встретим обязательно наших гостей, футболистов, громкими бурными аплодисментами. Как прекрасно, что вы здесь сегодня все собрались. Мы всех рады видеть. Сегодня прекрасная погода, шикарная атмосфера. И почему бы не узнать имя победителя Кубка Мухаммеджина 2024 именно сегодня. И прямо сейчас, под ваши бурные аплодисменты, мы хотим встретить наших главных судей матча. Главный судья матча Арютин Александр, город Рузаев. Первый ассистент судьи Петр Стухин, город Казань. Второй ассистент судьи Рим Мингалимов, город Казань. Ваши бурные аплодисменты. Переходим к нашим командам, финалистам. Сейчас нужно будет встретить команду Яшек из Сабинского района, нашего первого финалиста. Под ваши бурные аплодисменты. Номер 13, капитан команды Ярулин Айрат. Номер 32, вратарь команды Милешин Сергей. Номер 11, Хадиев Эльмир.
Номер 10 Ярулин Даниас. Номер 14 Рафиков Султан. Номер 23 Сабиров Радис. Номер 4 Терехин Дмитрий. Номер 18 Нигматянов Ильяс. Номер 21 Сабиров Мурат. Номер 16 Сабиров Винур. И номер 17 Вадигов Адель. Под ваши еще раз бурные громкие аплодисменты давайте встретим наших первых финалистов турнира. И не менее громкими и бурными аплодисментами, друзья, давайте встретим нашего второго финалиста. Команда из города Кукмар Ялкен. Капитан команды номер 11 Нигматянов Раиль. Номер 1 вратарь команды Хафизов Фанзиль. Номер 5 Гайнуддинов Мухаммед. Номер 7 Шакиров Рамис. Номер 12 Шафигулин Тагир. Номер 17 Садруддинов Рамзиль. Номер 24 Рахматуллин Анвар. Номер 52 Тимиргаянов Амаль. Номер 66 Гилязов Анвар. Номер 77 Кузанов Игнатий. И номер 99 Хасанов Карим. Давайте подарим еще раз громкие бурные овации, аплодисменты нашим финалистам Кубка Мухаммедшина 2024. Ну что, дамы и господа, приветствую вас на финальном матче. День X и час X настал. Лучшие команды сезона 2024, команда Яшлык, город Шамардан, и команда Ялкен Кукмар. Ведущий закрытия огласил составы команд. На своем пути. И остается пару минут, чтобы начать Ардужи. этот матч. Также прошла команду Байланга. В решении В полуфинале все выиграла команду зрители, Сабаевская со счетом 2-0. болельщики. И сейчас гости встречается в финале. турнира. Команда Ялкен на своем пути обыграла команду Интер Балтаси. Также обыграла команду Нурбаян, город Кукмар. В полуфинале они победили команду Газмяс со счетом 3-0 наших гостей из города Балтаси. И сейчас в финале встречается с командой Яшлык. Команда Яшлык является двукратным обладателем Кубка Мухаммедшина 2017 и 2020 года. Команда Ялкен первый раз в своей истории клуба дошла Ведет до финальной мяч в части игру турнира команда и Яшлык. впервые в своей истории играет в финале. Ну что ж, кто же сегодня победит? Либо опытная команда из Шамардана, либо молодые горячие парни из города Кукмар. Если среди болельщиков есть те, кто поддерживает команду Яшлык из Шамардана, дайте шума! Еще Если пару среди минут. болельщиков есть те, кто болеет Ведущий. за команду из города Кукмар, за Ялкен, поддержите! Немножко замолчите, может Я быть, хочу, я чтобы эта начну поддержка не прерывалась ни на комментировать минуту данный и во матч. время матча. В центре поля Судьи готовы, Ярулин команды Даниас готовы. и Терехин Матч начался, Дмитрий. поехали! Длинная передача, Ярулин опасно может быть сразу. Команда Яшлык с места сразу стартует и входит в игру. Очень агрессивное начало. Айрат Ярулин с мячом. Обработка. Даниас. Скидка вратарю. Братья Ярулины сегодня на площадке. Они, как всегда, основные ключевые игроки команды, которые ведут игру, дирижируют. Опасный момент. Вот впервые мяч оказался у команды Ялкен, и они ведут ее в игру. Анвар Рахматуллин
Наброс в штрафную площадь. Надежно играют защитники сабинской команды. Головой. Садрудинов, Рамзиль, скидка. Шафигуллин Тагир. Навесная в штрафную. Все спокойно. В прессинг играет команда. Ялкын. Хасанов Карим в предыдущем матче очень здорово проявил себя. Забил прекрасные мячи. Очень нужные. Как всегда, финал собирает много зрителей, много болельщиков из других районов, много молодежи на стадионе. Знатные гости сегодня, как обычно, приехали в город Кукмар. Первые минуты матча, как всегда, очень важно, очень ответственно. Команды подходят с осторожностью. Навесная передача в штрафную. Рахматуллин, Мухаммед плотно в плечо играет. Да, это очень важный матч. Все хотят выиграть. Борьбы, я думаю, будет очень много в сегодняшнем матче. Айрат Ярулин, скидка на Даниаса. Даниас, Ярулин. Связка Ярулинов работает в деле. Садрудинов. Цеплялся. Быстрая контратака на Хасанов. Рахматуллин. Хасанов. Можно обострять. Прокидывает. Здорово. Входит в штрафную. Мяч под левой. Не удалось ему немножко пробить. Сгруппироваться. Атака продолжается. Здорово проявляет себя Карим Хасанов. 100% можно сказать, что один из лучших игроков в этом году, сезон 24 года. Гилязов Анва. Мяч у вратаря. Мяч у команды Яшлек. Длинные забросы. Стоит отметить, что в предыдущей игре в полуфинале команда Яшлек показала очень красивый, зрелищный футбол с хорошими длинными диагональными передачами от Айрата Ярулина. Ярул всегда отличался техничными и красивыми передачами. В игре с командой сабинской молодежи получалось очень здорово. Хасанов Карим, вот этот его момент, 1 в 1. Проброс, Нигмадзянов Раиль. Можно бить! И штанга спасает команду из Шимардана. Очень близко было к тому, чтобы открыть счет в данной игре. Чуть-чуть не повезло. Болельщики в восторге. Хорошее начало для команды Ялкын. Название команд очень созвучные. Ялкын, Яшлек. Можно в какие-то моменты я даже буду путаться. Поэтому прошу простить, понять и поощрить. Мелкая возня у углового флажка, и мяч уходит в аут. Тут брос. Попроще, подальше от ворот. Все правильно. Садрудинов Рамзиль. Отличная передача, отличная атака, выход! 1-0 и Раиль! Второй момент не реализует Нигмадзянов Раиль. Это просто шикарнейшие два момента, которые могли сделать
Хорошую заявку команда могла сделать на победу. Но чуть-чуть не хватило. Данияз Яруллин обыгрывает, огрызается. Немножко нервов будет. Это спорт. Всем важен результат. Ребята все боевые. Никто не хочет проигрывать. Поэтому все нормально. Эмоции. Айрат Яруллин высматривает партнеров по команде впереди. Что-то о чем-то общается со зрителями. Нерв в игре накалился. Ну, пауза такая, больше на пользу команды, если... Сейчас они успокоятся, войдут в игру заново. Айрат Яруллин ведет мяч в игру. Я думаю, длинные передачи в штрафную площадь поступят. Там есть кому побороться. Тот же самый Терехин Дмитрий. Хороший габарит у него. Вот она, навесная передача на вратаря. Хафиз первый на мяче. Судья зафиксировал нарушение правил на атаку на вратаря. Правильно? Вратаря в штрафную площадь. Во вратарской трогать. Запрещено в футболе. Мухаммед ведет мяч в игру. Длинно на Рахматуллина. Шакиров. Идет борьба в центре площадки. Длинным выносом. Центральный защитник успокаивает игру подальше от ворот. Перевод с фланга на фланг. Спокойно, технично. Это делать ребята умеют. Проход в центр. Ну, какая передача, проникающая в центр. Было здорово. Рафиков Султан в ожидании момента. Рахматуллин Анвар. Стигал стеночку. Гилязов Анвар играет на непривычной для него, мне кажется, позиции левого защитника. Он обычно всегда на острие атак, обостряет, создает. А сегодня приходится ему защищаться. Читают передачу Данияса. Защитники пока ничего сложного не было. Неправильный брос. Мяч переходит к команде ЛКН. Но за лишние разговоры судья просит помолчать и не комментировать. Арютин Александр Николаевич, очень опытный судья. Всегда надежно, четко отсудит любой матч, особенно важные матчи. Большое скопление игроков сейчас перед штрафной. Очень сложно создать такую ситуацию что-то, поэтому и команда Яшлик не возится особо с мячом, играет попроще. Яруллин, передача, хороший игра в стенку.
Дальше Сабир. Хорошая, красивая перепасовка всегда у команды Яшлик. Красивый футбол демонстрирует. Мяч уходит на угловой. Угловой в исполнении сабинской команды всегда опасно, всегда обостряющий момент. Надежен вратарь команды Кукмурской. Пузанов Игнатий лежит на газоне, что-то случилось. Сейчас судья разберется. Центральный защитник команды, очень важно, чтобы он оставался в игре. Айрат Ярулин. У Айрата обе ноги, что правые и левые рабочие. Он может подать и правый спокойно, и левый. В данном случае у него мяч под левый, очень опасно может быть. Хороший навес. И вратарь выручает! Какой момент! Вот и 2-1 по моментам сейчас. Команда Яшлик была очень близка, чтобы открыть счет. Здорово сыграл вратарь, просто среагировал на удар в упор. Обе команды, можно сказать, отскочили по несколько раз. Счет мог быть открытым. Рафик Султан хорошо борется на бровке. Скоростной, техничный игрок. Инициатива потихоньку перешла в сторону команды Сабинского района. Они сейчас больше владеют мячом, комбинируют. Много передач, много было ударов, попыток. Сабир на Султана. Мяч не доходит. Команда Ялкон не может вынести мяч со своей половины площадки. Очень мощно насела команда Яшлик. Ну, за такие падения, конечно же, Александр Николаевич не будет назначать пенальти. Все-таки это очень важно, ответственная игра. Дает побороться. Хороший жест, файрплей. Игрок вернул мяч команде Ялкон. Длинные передачи, но тут же они его потеряли. Не берегут мяч команду серым, не дорожат им. Пытаются минимальным количеством касаний создать опасную атаку. Вот он как раз, Гилязов Анвар. Выдвинулся вперед на финте. Заработал штрафной. Садрудинов, передача в штрафную. Защитник все контролировал. Потихоньку игра сместилась на левый фланг нападения команды Яшлик. Ощущение, что команда тихонечко пытается успокоить игру, взять под контроль мяч. Амаль. Чувствуется, что молодой игрок очень переживает, волнуется. Волнение может сыграть ключевую роль, конечно, в этих матчах, поэтому кто поопытнее, поудачливее, тому и, наверное, будет проще в финале. Что касается команды Яшлик, ребята с Шамардана уже не первый раз играют в финале. В прошлом году они в финале проиграли чемпионам команде Кукмара Бабай. Тоже в очень интересном матче. Противостояние было непростое, с обоюдными моментами. Но мастеровитее оказалась команда из Казани Кукмара Бабай.
под руководством Артура Мухаммедшина. И Яшик остался на втором месте. Второй год подряд играть в финале, но это уже все понимаем, что это класс команды. И Яшик очень настроен, будем говорить так, настроен забрать титул чемпиона. Если я не ошибаюсь, команда Яшик дважды до этого становилась обладателем Кубка Мухаммедшина. Команда сильная, все ребята молодые, техничные. Поэтому все возможности у них есть, чтобы проявить себя, стать чемпионами. Команда Ялкын тоже очень молодая. С каждым годом становится все зубастее, все интереснее, опытнее. В мини-футболе они уже всегда на данный момент лидеры турнира, чемпионата, всегда борются только за призовые места. Хорошая команда, созданная, наверное, и воспитанная тренером с большим опытом в Кукмурском районе, Ильнуром Фазыловым. Ни одно поколение футболистов уже им взрощено, будем говорить так. И вот его мальчишки, его воспитанники на данный момент одни из лучших ребят в районе, и не только в районе. Выступают они на республиканских соревнованиях, проявляют себя в городе. Что хорошее поколение Ильнура. Успокоилась немножко игра. В основном проходит на половине команды Ялкын. Ялкын больше, по-моему, рассчитывает на контратаку. Вот как раз Хасанов Карим. Они ищут его передачи. Технично. Арат. Штрафный удар. Сабиров Мурат. Если не ошибаюсь, новичок этого года. Очень здорово проявлял себя в полуфинале. Отработал прямо на 110%, надо сказать, что его фланг отлично работал. Рахмат Анвар будет угловой. Хороший шанс отодвинуть игру ненадолго от своих ворот. Несмотря ни на что, 3 центральных защитника остались в центре площадки у команды Ялкын. Не рискуют они. Анвар Рахматуллин высматривает заброс. Грамотно заняты позицию защитников из Шмардана. Сложно очень. Высокие ребята, техничные. Перебросить их невероятно сложно будет. Айрат Ярулин правой ногой выдает передачу на полплощадки и может быть опасно. Красивая передача Айрата. Такое ощущение, что Айрат Ярулин вообще не стареет. Сколько лет он уже демонстрирует футбол высочайшего уровня. С каждым годом его футбол все взрослее, красивее. Что-то не понравилось главному судье Арютину Александру Николаевичу. Просит покинуть болельщиков. Вторая попытка ввода мяча в игру центральным защитником. Пузанов Игнатий. Все в порядке с ним, кстати. Он восстановился в игре.
будет длинной передачей вводить мяч. Какое-то затишье на площадке. На нашем поле появился новый игрок. Вот, новый игрок на площадке. На поле вышел Тузик. Давайте попробуем, чтобы он четвероногий. покинул поле. Тузик, спасибо. Ты Болельщик признан лучшим игроком команды этого матча. Ялкын. Длинный ввод. Шакир Фрамис пытался зацепиться мяч. Хасанов Карим. Сложно бороться, да. Вообще, наверное, один из лучших сезонов и лучший игрок кубмурского этапа Хасанов Карим, 2007 года парень. Здорово в этом году себя проявляет. Такие красивые мячи забил. Левая нога парня рабочая. Султан. Султан Рафиков, один из лидеров команды. Яшлек, рикошет, мяч мечется, штрафной, вынос. Было тревожно за кубмурскую команду. Ребят справились. Нужно постараться ребятам отодвинуть игру от ворот, от своих. Анвар Ахматуллин поборолся. Хасанов в штрафную. Здорово сыграл Айрат Ярулин. Отработал в защите. Шакиров Фрамис, а может опасно. Обменялись небольшими выпадами. О, какая ошибка! Какая ошибка! Прощает команда Ялкын. Да. Хазиев Эльмир грубую ошибку совершает, которая могла многого стоить в этом матче. Но Карим простил. Игра в стеночку. Все быстро, технично. Рафиков. Передача. Здорово в центр. Перехват Садрудинова. Хасанов с мячом. Передача. Поспешил. Не дорожат мячом, ребят, с Ялкыном. Быстро его теряют. Шафигуллин. Надежно. Край. По регламенту турнира, если основное время заканчивается ничью, команды получат возможность забить мяч еще в двух таймах по 10 минут. Айрат Ярулин, удар! Мощнейший удар. Метров с 30. Нельзя бить, нельзя давать бить ему. Это всегда будет чревато. Так вот, если основное время заканчивается ничью, два тайма по 10 минут предоставляется командам, чтобы забить мяч. Если гола не будет, уже затем серия пенальти. В плей-офф в этом году уже несколько было серий пенальти. Это очень захватывающее зрелище, когда команда бьет пенальти. Но для самих команд, конечно, очень, может быть, обидно. Все-таки это больше как лотерея. Поэтому надо стараться забить и выиграть игру с игры во время матча, не дождаться серии пенальти.
Рафик Султан. Хороший заброс был. Скидка. Удар. Сабиров. Еще один удар. Не попадает по мячу. Срезается. Позиция была очень опасная. Еще один подход команды Яшлик к воротам кубковской команды. Близкие они в этот раз к открытию счета. Могу ошибаться, но как будто уверенности не хватает команды Ялкан немножко. Опасается они соперника, и поэтому не создает, не играет в свой футбол, как обычно. Быстрые, энергичнее. Играют от соперника вторым номером. Ярулин, технично. Что будет делать? Передача. Короткая перепасовка. Тики-таки. Татарстанские. Опасный момент мог возникнуть. Опаснейший прострел. Аут. Айрат Ярулин, причем всегда он. Очень часто. И Ярулин Данияс немножко ушел в тень брата своего. Для него пока мяч не доводит. Подстраховка отрабатывает защита. Вынос прямо на Айрата. И мягкий навес. Офсайд. Поднимает флажок боковой судья. Все под контролем судей. Судейская бригада очень четкая. Надежно, уверенно судит. Подходит к завершению уже первый тайм. Было очень много моментов, что и та, и другая команда могли отличиться. Ждем голов от команд. Переживаем за кукмурскую команду. Хотелось бы, чтобы кубок остался в Кукмаре. Шафигулин, вброс мяча, Анвар, Рахматуллин, зацепился. Айрат Ярулин, мягкий заброс, штрафную. Сабиров зарабатывает очень опасный штрафной. Отличная позиция для Айрата Ярулина, для Данияса. Тяжелые моменты для вратаря. Правильно выстроить сейчас стенку. Смотрим внимательно. Да, момент очень опасный. Итак, разбег. На точность не носил. Айрат мяч прошел рядом с крестовиной. Повезло. Повезло команде. Ялкан. Вот и все, первый тайм закончился. Со счетом 0-0 уходят на перерыв команды. Ну что ж, дорогие друзья, закончился первый тайм. Счет пока не открыт, 0-0. Ждать результативного второго Но тем не тайма. менее мы получили очень много Чем меньше времени остается до конца матча, тем больше и напряжение, градус и команды игры. Ростов, и команды Ялкан. Каждый момент, каждая ошибка очень Сейчас мы с важна. вами немножко передохнем, так же, как и Очень перед значимо, нашей поэтому командой. команду нужно отдохнуть. И вернемся на поле буквально через пару С мгновений. тактики на второй тайм.
Дорогие друзья, просьба убрать машину Nissan Juke 806 госномера. Черный Nissan Juke убрать. Просим машину, пожалуйста. Итак, команда выходит на площадку. Команда Ялты собрались в круг, поддерживают друг друга, настраиваются. Команда Ялты уже готова. Вот пишет то, что звук тихий, он как-то поправился. Можете прокомментировать, чтобы мы имели понятие по трансляции. Замен пока не наблюдается. Команда продолжает игру в тех же составах. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, просьба всех отойти от газона, сесть хотя бы вот на беговую дорожку, иначе судьям неудобно работать. То же самое касается и игроков замены. Давайте все отойдем назад, выйдем на беговую дорожку. Замен в матче мы не наблюдаем, так что все команды остаются в тех же составах. Ждем с нетерпением начала второго тайма, свистка. В принципе, по внешним факторам наблюдаем, что вроде команды не устали, все готовы, физически подготовлены. Поэтому ждем второго тайма, энергичного, скоростного, красивого футбола. Друзья, еще раз просим вас выйти из газона, выйти хотя бы на беговую дорожку. Боковые судьи принудительно просят, иначе им неудобно работать.
Много зрителей на стадионе. Трибуны все полные. Беговая дорожка тоже заполнена болельщиками. Хорошая погода сегодня. Как раз самый то для футбола. Красивый стадион. Турнир в памяти Ленара Шакировича, человека, который помог, организовал, начал турнир, помогал развитию крупноморского футбола. Большой вклад внес в строительство стадиона, прекрасного нашего. И стоит сказать, что с такими видами прекрасный стадион, наверное, в республике, может быть, и нету. Да что в республике, в мире такого стадиона нету. Наш родной Кукмар. Наш прекрасный стадион. Какая-то техническая задержка. Одного игрока не хватает у команды. Вот он, Ранин Шакиров оказывается. Задержался, поэтому не могли начать игру. Снова собака уходит на площадку. Сабир аккуратно ее выносит. Что ж, команды готовы ко второму тайму. Все игроки уже на поле. Ждут свистка главного судьи. Все, команда готова. Судья. В команде Яшиб произошла замена. Александр Вместо Николаевич. Фадикова Аделя номер 17 на поле появился Геворгян Андраник номер 8. Александр Николаевич дал свисток. Начинаем мы второй тайм. Вот как подсказал нам ведущий матча. Геворгян Андраник вышел на площадку. Свежие силы, подкрепление. Сабир проходит по флангу, мощно пробежал. Хороший габарит у него. Сабир и тот игрок, которым в свое время интересовался казанский Рубин. Он мог вполне серьезно начать профессиональную карьеру, но что-то пошло не так. Кстати, у Айрата Яруллина братишка очень много лет провел в академии футбольного клуба «Рубин», играл там, воспитывался там, но в ключевой момент не смог заключить профессиональный контракт. И сейчас показывает мастер-класс. Опасный момент. Терехин Дмитрий. Тереха врезается во вратаря. Хофис лежит. Удар пришелся в район пояса. Надеемся, все будет хорошо. Терехин Дмитрий встает. Тереха встает, извиняется перед вратарем. Очень волнительные такие моменты. Здоровья всем футболистам хочется пожелать. Фанзиль пока лежит. Все, встал Фанзиль тоже. Вроде все нормально. Может продолжить игру. Ну и слава богу. Хочется видеть игру финальную в максимальных составах.
Мухаммед разыграл. Гиляс. Передача на Раиля. Раиль. Технично. Перепасовка. Здорово. Красивая перепасовка. Игра в стеночку с Анваром. Хази. В центре защиты. Надежен. Выброс. Садруддинов. Садит. Может быть момент. Анвар уже на той половине площадки. На правой. Когда он успел туда вернуться, переместиться. Активен, Анвар, молодец. Длинная передача в направлении Андраника. Цепляется за мяч. Центральный защитник в порядке. В такой момент нужно быть очень осторожным, потому что любое касание соперника может привести к пенальти. Будет угловой. Рафиков Султан пошел на подачу. Навес на ближнюю. Анвар. Еще один навес. Сабир. Нет. Все, отбились команды с серым. Сразу Айрат Ярунов с мячом. Хорошая передача в штрафную. Шафигуллин Тагир, молодец, нужную позицию выбрал и предотвратил этот момент. Навес, может быть. Нет, мяч соскочил. У Даниаса. Руки. Очень ответственно нужно пройти. Через левый фланг предпочитает играть команда Ялкан. Последние минуты. Для ФК, по-моему, не существует вообще таких приоритетов. Они и вправо, и влево отдают. Андраник будет первым на мяче. Нет. Хафиз забрал. Спокойно, молодец. Вратарь уверенно. Вовремя вышел. Длинная передача в направлении Анвара. Мяч прыгнет. Хаджи. Здорово, спокойно обороняется команда Самардана. Надежно. И тут же уже пытается создать контратаку. Передача, заброс. Мухаммед. На месте. Рамис. Шакиров. Хорошо. Могло быть хорошо, если бы он смог отдать передачу на ход. Анвар вовремя, молодец. Борьба в центре. Асанов Карим, видимо, соскучился по мячу. Пришлось ему немножко глубже сесть, чтобы зацепиться. Вот опять он с мячом. Здорово. Опять мяч к нему шел. Тереха борется за мяч. У Терехи, по-моему, судорога свела ногу. Или надрыв у него. Но судя по тем действиям, которые Яров производит, скорее всего, все-таки судорога. Команда Ялкан заняла первое место во внутреннем чемпионате Кукмурском. И команда Яшик тоже самое занимает первое место в Сабинском районе. Поэтому это достойный финал, ожидаемый финал. Терехин Дмитрий просит замену. Уходит на замену. Вместо него выходит Гилязиев Алмаз. Если не ошибаюсь, в прошлом игрок Сабы Агра. Замена в команде Яшек вместо Терехина Дмитрия номер 4 на поле вышел Гилязиев Алмаз номер 6. Мои слова подтвердил ведущий
сегодняшнего финала. Камиль Шафигуллин, игрок команды Степан Разин, которому приходится сегодняшний матч, сегодняшний финал смотреть с бровки. Счет 0-0. Счет 0-0. Игра затихла, притихла в ожидании какого-то ключевого момента. Какая-то тишина даже на стадионе. Анвар. Очень много Рахматуллин работает с мячом. Во второй половине играет Карим Хасанов. Нигмазянов, Раиль. Может пробить. В прессинг пошла команда Ялкин. Видно, что они начали прессинговать, подтянулись выше. И команде Яшли приходится выносить мяч. Конец. Хаджи. Перепасовка. Длинная передача вперед. Сабир цепляется за мяч. Рамис Шакиров. Здорово обыграл. Два брата Ярулиных жестко приняли игроков в центре поля. Даниас завелся. Судья успокаивает матч, успокаивает эмоции. Отличная позиция для удара Раиля Нигмазянова и Карима Хасанова. Оба. Предупреждение в матче получает номер 17 Садрудинов Рамзир и номер 10 Ярулин Даниас. Ярулин команда Яшлек, Садрудинов команда Ялкын. Вратарь устраивает стеночку. Довольно-таки приличная дистанция. Не просто отсюда забить. Но, кстати, Карим уже в этом году забивал с этой дистанции. Хороший, красивый мячик. И здесь подать стенку. Амаль. На Анвара. Амаль растерялся все-таки в финале. Он не такой яркий, как обычно. Видно, что нервы, все равно эмоции. Тяжело ему. Волнуется парень. Рад с мячом. Яров. Передача. Надежный Мухаммед. Вот, игра рукой. Сабиров Ильнур. Сабиров Ильнур очень здорово проявил себя в полуфинале. Забил 2 мяча. 2 раза оказался в нужном месте. Хорошую позицию выбрал и забил 2 мяча. Здорово сыграл. В этом матче пока не получается проявить себя. Вот Андраник. Хорошую скорость набрал. Обостряет, бьет. О, опасный момент. Хафиз на месте, молодец. Вратарь не растерялся. Выбрал правильную позицию и удалось ему отразить эту атаку. Было очень опасно. Андраник здорово пробился. Хорошую скорость набрал. Крейсерскую. Просто всех. Ушел от всех просто. Здорово опять он с мячом. Принимает. Садрудинов, Рамзир. Накрывает его. Длинная передача на Сабирова. Вот он, кстати, я недавно вспоминал о нем. Технично. Мухаммед тоже не подарок для нападающих. Он просто так игру не проиграет, борьбу не проиграет. Динов Мухаммед, один из лучших защитников Кубанской команды и Кубанского чемпионата даже, я бы сказал. Андраник. Передача. Султан. Султан тоже немножко ушел в тень. Видимо, отдыхает.
Хази. Скидка центр. Даниас. Очень удобные, четкие передачи друг другу команды. Здорово поставил корпус Карим Хасанов. Вследствие чего вернул мяч своей команде. Молодец. Хорошее действие. Оставляет мяч Гайнудинову Мухаммеду. Мухаммед будет вводить длинные передачи, скорее всего. А нет, это Шафигуллин Тагир. Длинный пас на Рамис Шакирова. Давай, аккуратно. Рамис Садрудинов. Передача на левый фланг. Раиль Нигмадянов. Что будет делать? Очень высокая, неудачная передача. Константинов Вадим остался у нас на замене. Я не знаю почему. Один из лидеров команды ЛКН. Превосходно себя показывает, скоростной, быстрый, техничный игрок. Почему-то он не вышел, вместо него сегодня в финале играет Шакиров Рамис. Вот он его ошибка, Шакиров Рамисом. Навесная, Сабиров. Будет с мячом. Это опасно, ногу штрафной. Даниас. Хорошая передача в разрез. Вот очень опасный очередной штрафной. Не очень далеко до штрафной площадки. Метров 20-23, скорее всего, до ворот. Конечно же, у мяча Айрат Ярулин. Ярул умеет исполнять. Очень волнительно за кокманскую команду. Тем более солнце светит вратарю в глаза. Как неудобно, мяч прыгает перед вратарем, но здорово. Хафиз переводит его на угловой. Здорово, это здорово. Так держать, так держать. Опасный угловой. Вес. Высоко. Высоко прыгает Хафиз. Поборолся за мяч. Не дал сыграть Сабиру. В результате чего мяч будет от ворот. А время-то утекает. Время утекает. Кстати, интересный момент, что я не припомню, чтобы судьба Кубка Мухаммедшина когда-то решалась в серии пенальти. Всегда команды побеждали в основное время. Длинный винус на Рамиса. Шакиров. Неудачно. Ярулин. Айрат. Технично. Сабиров. Штрафную. Но там нет никого. Вот мяча далеко. Анвар. Тут очень мало игроков Ялкыну, поэтому зацепиться сложно за мяч, что-то создать тоже. И встречная контратака. Вот. Сейчас можно наблюдать, как Айрат Ярулин ушел в тень чуть-чуть, и Данияс вместо него активизировался, как бы заменили друг друга лидеры. Хази, передача, короткий, перепасовку. Здорово укрывает корпусом Айрат. Свободный зону вошел, смотрит, навесная на Сабирова. Офсайд. Офсайд. Да, все ближе к завершению основное время. Видно, что команды не хотят рисковать. Команды не хотят рисковать. Играют все проще.
длинными передачами, рискует, боятся поймать контратаку, поэтому меньше риска, проще. Ошибка. Не свойственно ошибка Яшик. Здорово. Амаль с мячом. Что будет делать? Передача. Анвар. Да, Эмиль Мадзянов. Будет ли обыгрывать 1-1? Будет. Попытка. И, ну, наверное, тут был толчок. Даже судья как бы не заметил момента. Толчок был руками прямо, да, после передачи Раиля. Продолжаем игру. Раиль в строю. Занес. Технично. По флангу запускает Сабира. Сколько же у него физухи у Сабира. 2 тайма, 2 матча. Он просто пашет на броску. Пашет. Игрок на площадке лежит. Даниас, по-моему. Да, Даниас. У него судорога. Это будет большая потеря для команды. Яшик. Ключевой игрок. Это уже усталость. Усталость, нагрузка. 2 тайма, 2 матча сыграть, полные 2 матча на таком уровне, в таком соперничестве. Когда команды стараются и выкладывать по полному числу. Замена в команде Ялкын вместо Тимогаянова Амаля номер 52. На поле выходит Константинов Вадим, номер 6. Вадим, по-моему, в магазин просто бегал, задержался. Очень странно то, что он не вышел с первых минут. Он вошел в игру. Хорош. Айрат Ярулин. Передача Султана. Мяч подпрыгнул перед Султаном, поэтому сложно было там сгруппироваться, обработать его. Опасный момент на самом деле может возникнуть. Игроки все чаще лежат на площадке, все устали, чувствуются тяжелые. Минуты еще нужно отыграть командам. Ну, чемпионом станет более подготовленная команда. И физически, и технически. Ну, в том числе и психологически. Поэтому счет, конечно, 0-0. Зрителям всегда интересно, когда результативный матч бывает. Но результат важнее, тем более в финале Кубка Мухаммедшина. Опасный момент. Штрафной. Андраник. Может быть опасно. Ну, конечно, бы не хотелось, чтобы Александр Николаевич в таком спорном моменте дал пенальти и такую игру завершили в такой ноте. Надо забивать достойно. Достойно и в моментах, которые 100% покажет себя команда с лучшей стороны. Анвар падает, Константинов бьет далеко. Кубок Мухаммедшина приобрел такую большую славу, что за пределами района уже давно говорят о нем, говорят о командах, о турнире самом. Принимает много, особенно в прошлом году, когда команда Марабабай приняла участие. Было интересно наблюдать за соперничеством, новые игроки. Очень техничные игроки приняли в прошлом году участие.
Многие районы хотят принять участие. Замена в команде Яшек вместо но Нигматзянова не Ильяса. проходит по некоторым На критериям. поле вышел Нигматзянов Алмаз. Мухаммед. Нигматзянов поменял Нигматзянова, получается. Работал. Смотрите, куда он пошел в нападении. Главное свою позицию не потерять. Пасный навес. Тагир Шахигулин. Вот он, Мухаммед, корпус. Принцип, изначальный принцип Кубка Мухаммедшина выстраивался на том, что в районе, принимающем участие, должен развиваться дворовый футбол. Команды не должны выстраивать сборные какие-то, должны развивать внутренний чемпионат, дворовый футбол. К сожалению, не все могут такое позволить, организовать. 6 минут остается у нас до конца второго тайма. Каждая ошибка, представляете, какой нерв у каждого игрока на площадке. Чего стоит каждое единоборство, каждое касание мяча. Да, Карим Хасанов ушел в тень, не видно его, мяч до него не доходит. Проявить себя и свои качества он не может. Вот как раз момент, когда он может это сделать. Но удар у него, к сожалению, не получился. Как раз один из немногих моментов, когда мяч до него доходит. Яров высказывает своим игрокам недовольство. Длинные передачи от него же. Все четко, все точно, главное в ноги. Сабир с мячом. Мухаммед столкнулся с айсбергом. Немножко габариты не совпадают у них, поэтому он просто отлетел. Но корпус был поставлен и мяч ушел на угловой. Здорово, отоборонялся, молодец. Все переживают за команду Ялты. Много болельщиков. Желтую карточку получает игрок. 22 номер. За разговоры. Смотрите, интересно. Предупреждение получает игрок команды Яшлек номер 21 Сабиров Три Мурат. центральных защитника к нему привязались, не дает ему даже спокойно передвигаться по площадке, не то что мяч получить. Да, сложно Кариму проявить себя в такой ситуации, конечно. Молодец, Муха. Сыграл головой, здорово. Ярулин еще раз, еще один угловой. Артур, вот у нас Мухаммедшин, один из организаторов сейчас важнейших, ключевых турниров, начинает потихоньку выкладывать медали. Конечно, огромная благодарность семье Мухаммедшину за такой турнир, за вклад в развитие футбола в районе. И все, что мы сейчас имеем, то, что у нас в районе 10 команд в турнире, и 8 из них плюс-минус могут побороться за победу в любом матче. И это заслуга как раз таки изначально Рената Мухаммедшина, который все это начал. И выпускник тренеров. Мало где, наверное, еще есть такой турнир, где 10 команд в 2 круга борются за призовые места. Здорово. Здорово, что это у нас есть, что у нас есть такая возможность играть в футбол с хорошими условиями.
мяч все больше и ближе к штрафной площади Ялкына. Надо отодвинуть игру на чужую половину, чтобы играть хотя бы этот тайм, постараться на физике, на молодости, зацепиться за победу в добавленное время. Искусственное положение игры. Минута до конца второго тайма. Рамис, Шакиров, перевод. Момент! Мадянов, капитан команды, имел прекрасную возможность закончить матч в данную минуту и не играть это дополнительного времени. Но капитан команды не смог пробить. Да, отскочила команда Яшлык сейчас за счет одной ошибки защитника мог результат не в их сторону повернуться. Долго будет вспоминать Раиль Нигмадянов в данный момент. Закончился второй тайм финального матча между командами Ялкын и Яшлык. Счет не открыт, 0-0, а это означает то, что будут экстра таймы. Дополнительное время, два тайма по 10 минут. В случае ничейного исхода команды будут пробивать серию пенальти. Команды не должны выходить за пределы поля. Перерыв будет проходить прямо здесь. На первую роль выходит физическая подготовка, свежесть игроков. Интересный матч, хоть и мало голов, много моментов. Какие-то добрые сегодня команды, что Ялкын, то и Яшлык прощают друг друга, прощают соперника. Кстати, команда Шамардана уже в плей-офф участвовала в серии пенальти с командой Азбуджи, когда они были успешные, спокойные, везучие и прошли дальше в следующий этап. Айрат Ярулин очень эмоционально, жестко прям пихает своим игрокам, заводит на дополнительное время. Это делать он умеет. Хорошая атмосфера на стадионе. Всегда закрытие Кубка Мухаммедшина был не только для футболистов. Кубок Мухаммедшина уже прибыл на нашу пробу, и мы видим всех победителей, которые получали этот приз, начиная с 2014 года. В 2014 году этот кубок завоевывал футбольный клуб Нурбаян. В 2015 футбольный клуб Степана Разина. В 2016 футбольный клуб Большак. В 2017 наши финалисты команда Яшлык. В 2018 и 2019 2 года подряд Степан Разина. В 2020 команда Яшлык. В 2021 Степан Разина. В 2022 Савагра и в 2023 футбольный клуб Кукмара Бабай, который в этом году уже не играет на турнире, но играет в первой лиге по Татарстану и лидирует, занимает лидирующие позиции. А у нас начался длинная передача. Третий тайм, можно сказать. Что они разыграли в первом тайме. Были готовы команды, игроки с фермы к такому развитию событий и спокойно отбились. Ну вот он, Данияс с мячом. Мухаммед неуступчивый, просто так не даст ничего сделать. Вадим Константинов прицепился к Айрату и Ярулину. Отобрали мяч коллективно. И Раиль не смог отдать хорошую передачу. Кадир просто вынос надежно. Хази с мячом, перепасовочка, технично, низом. Данияс, опять Хази. Мяч вправо, у Алмаза. Вперед.
Аут, мяч входит в аут. Ялкин ведет мяч из-за боковой оп. Кто это у нас лежит на площадке? Вот. Судорога схватила ногу команды Ялкин. Очень сложно восстановиться после судороги и войти в игру. Это знают футболисты. Поэтому это не есть хороший момент, когда игрока бывает судорога. Лучше делать замену в такой ситуации. Если не ошибаюсь, это Арамис Шакиров на газоне. А играть еще больше 15 минут. Пользуясь моментом, вот, Ярулин разминается, делает растяжку, стрейчинг, восстанавливает мышцы. Да, Рамис Шакиров это. На бровку вынесли его. Встать он пока не может. В меньшинстве продолжает команда. Длинный пас на Хасанова. Не успевает Карим. Устал. Карим тоже устал. Обе команды устали. Неторопливый темп матча. Айрат Ярулин фаерплей. Жест фаерплей. Отдал мяч техническим мальчишкам. Анвар сбрасывает. Кадрдинов. Рамзиль. Мяч Анвар. Касание на Константинова. Немножко не точно. Раиль Нигмандянов. Очень много ошибок. Очень много брака пошло, потому что все устали. Вперед, Йохан! Вперед, Йохан! Вперед, Йохан! Активизировались наконец-то болельщики. Опасный момент. Ох, мяч с наружной стороны сетки. Ворот попадает. Могло показаться, что мяч в сетке. Йохан вперед! Йохан вперед! Йохан вперед! Йохан вперед! Йохан вперед! Пошел баттл между болельщиками. Надо активизировать болельщики. Давайте сейчас проверим. Кто болеет за команду Яшлик? Дайте шума. Кто болеет за команду Яшлик? Даниас лежит судорогой. Да, у него уже была судорога совсем недавно. И вот сейчас повторно. Еще, по-моему, 2 ноги. Это уже, скорее всего, будет замена. Потому что Можно врача на поле. будет продолжить. Ключевой игрок. Можно понять. 2 матча на высшем уровне. С огромным количеством движений. Огромную работу просто проделал для нас, поэтому мышцы уже не выдерживают. Медики на площадке помогут организовать помощь. Вадим Константинов помогает тоже игроку Шумагану. Сам на ногах выходит Даниас, молодец. Спортсмен с большой буквы. Техничный, хороший игрок. Здоровье. Замена в составе команды Яшлик. Вместо Ярулина Даниаза номер 10. На поле появляется Кавиев Сирень номер 12. Вся игра начнется, говорите.
Свежий игрок Это на уже не площадку вышел. Нет, важно? Вперед, Ялкын! Вперед, Ялкын! Опасный может быть момент, хорошая передача, наброски. Передача в центр, вынос. Ялкын! Ялкын! Вперед, Ялкын! Абдинов. Вперед, Ялкын! Вперед, Ялкын! Вперед, Ялкын! Батл болельщиков продолжается. Вперед, Ялкын! Вперед, Ялкын! Константин с мячом. Хороший момент может возникнуть. Друзья, вы можете кричать сколько угодно, но Степан Разин чемпион. Камиль Шафигулин в своем репертуаре. Айрат Ярулин здорово переводит на бровку. Свежий игрок. Немножко еще, видимо, не вошел. Не вошел в финал. Тагир с мячом, Гроз. Хасанов Карим. Много ошибок, много. Можно понять. Обе команды много ошибаются. На характере, на зубах, можно сказать, доигрывают этот матч. Но это, наверное, в этом весь кайф футбола, то, что данная игра выигрывает лучшего в дополнительное время. Выявит лучшие качества, не только технические, но и физические, выносливость игроков. Хасанов Карим. На острие никак не может зацепиться за атака команды Яшек, Ярулин. Еще один игрок на газоне с судорогой. Есть ли замены у команды Яшек? Есть еще, по-моему, одна замена у них. Не такая богатая скамейка у команды Ялкын. Особо тут никого нет. Ибрагимов, Инцав и Абдуллаев стоят на бровке. Ожидание возможности войти в игру. Да, игрок хромая покидает площадку. Да, еще одна замена будет. Еще одна замена в команде Яшлек. Поле покидает Сабиров Мурат, номер 21. И на поле выходит Фахрудинов Айдар, номер 7. Уже вторая замена вынужденная у команды Яшлек. 3 свежих игрока на площадке у команды Яшлек. Они, вот у них есть преимущество. Ялкын, вперед! Ялкын, вперед! Ялкын, вперед! Первый добавленный тайм закончился. Закончился первый дополнительный тайм. Отдыхает пару минут и начинается второй дополнительный тайм. Меняемся сторонами. Будет и серия пенальти. Все гадают, болельщики обсуждают. Болельщикам, наверное, хочется увидеть серию пенальти. Это всегда интересно наблюдать. Мне кажется, футболисты уже тоже готовы закончить этот матч, потому что все устали. Хорошая музыка сегодня. Диджей Марсель.
Марслал. Ща, подожди чуть-чуть. Надо подождать. Ох, по ногам получает. Кто это у нас? Неприятный удар по ногам. Как раз Хасанов Карим. Раиль у мяча. Можно удобно навесить с этой позиции и замкнуть. Раиль. Очень неудачно. Вынос в сторону Андраника. Смотрите, молодой парень еще активен. Поберег он силы, видимо, в двух таймах. Андраник, вот мяча, Айрат. Ярл с мячом. Опасная игра. Минуты тает. Тает каждая минута. Остается совсем немного времени. Тагир Шафигуль. Раиль. Аут на Хасанова. Обыгрывает. Вот он. Молодец. Включился Карим в этом моменте. Попробовал пробить. Опасно. Ошибка. И... Карим забил! Карим Хасанов! Это игрок турнира однозначно! Такую ошибку допустил защитник! Да! Это подарок! Карим Хасанов! Предупреждение в команде проявил себя. Также за вторую желтую карточку поле покидает Садрудинов Рамзин, номер 17. За снятие футболки за неспортивное поведение. Рамзин Садрудинов получает красную карточку, покидает площадку. Остается немного времени, и команда Яшлик всеми силами сейчас будет атаковать. Очень обидную ошибку допускает защитник команды Яшлик, и воспользовались команды из Ялкына эти ошибкой, молодцы. Смотрите, всей командой практически, всей командой подошли ребята с чемоданом к воротам. Длинный заброс. Ази, ничего. Еще одна ошибка. Вот ничего. Уже не спортивно ведет себя Айрат. Фалит. Неспортивное поведение Терехина Дмитрия был замечен судьей. Ну, видимо, решил не затягивать времени. Раиль Нигмазянов у мяча, навес. Нет, это удар по воротам. Да. Вот сейчас для команды Шамардана время
тает, а команда... Для команды Ялкин она просто стоит, остановилась. Очень сложно играть такие моменты. Вадим Константинов здорово вошел в игру, очень здорово. Мухаммед. Айрат Яруллин. Ялкин вперед! Ялкин вперед! Ялкин вперед! Ялкин вперед! Ялкин вперед! Желтая карточка. Последние минуты. Судорога у центрального защитника. Да, остается совсем немного времени. Развязка на кону. Все на нервах. Замечание делает Александр Николаевич игрокам команды за неспортивное поведение. Ялкин вперед! 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 Ялкин Болельщики завелись. вперед! Ялкин вперед! Будет грузить штрафную. Айрат Яруллин. Может быть очень опасно. Солнце светит в глаза вратарю. Хафиз, не подведи. Будь внимателен. Вот он. Вот что. Отбивает вратарь. Рамис Шакиров отбирает. Контратака бежит. Поборолся. Вынос. Тагер. Длинный вынос. Последние минуты. Айрат Яруллин. Длинная передача. Соперника. Вся команда Яшлик выстроилась на границах штрафной и ждет момента, чтобы сыграть, пробить, обострить. Айрат Яруллин последним остался. Вот он, его закидушка очередная. Султан с мячом. Обыграл. Проход в центр. Играет мяч Мухаммед. Карим Хасанов убегает. Что-то произошло вне эпизода. Градус и агрессия на площадке возрастает. Мяч вводится в игру. Длинная передача в штрафную. Опасно может быть! Мяч в аут. Что случилось? Судья показывает угловой. Очень опасные моменты, решающие. Шанс для команды Яшлик отыграться. Смотрим на подачу Айрата. Ярул на ближнюю. Анвар. Гилязов на месте. Повторит. Еще раз. 20 секунд времени остается до конца второго тайма. Айрат Яруллин, навес. Гол! Гол! Вот это фантастика! Вот это финал!
Мяч забивает 20 секунд не номер дотерпели 13. ребята Ярулин из Купора. Айрат. Команда Яшлик. Буря эмоций, море эмоций. Болельщики на площадке уже. Все, дамы и господа, будем смотреть серию пенальти. Интереснейшее развитие Итак, матч матча. окончен. Серия пенальти. Счет 1-1. Да. Сейчас команды Эта будут игра будет пробивать долго пенальти. снится. По 5 игроков с каждой Игрокам. команды будут исполнять удар с 11-метровой точки. И Долго здесь будет определится сниться имя этот матч победителя. игрокам. Буквально 20 на секунд, последней минуте 20 секунд не забила команда Яшлек, тем самым переведя выдержала. игру в пенальти. Команда. Пожелаем удачи купурским ребятам. Очень сложно будет выиграть сабирскую команду в серии пенальти. Очень техничные ребята, подготовленные в плане техники удара. Хороший вратарь. Будем надеяться, что хватит везения. Два лидера команды. Лидер команды Яшлик Айрат Ярулин и лидер команды Ялкын, то есть лидер команды Яшлик Айрат Ярулин, лидер команды Ялкын Карим Хасанов забили в этом матче, отличились. Но За этого не 10 хватило, лет чтобы проведения выявить этого победителя. турнира в первый раз в финальной игре будут пробиваться серии пенальти. Как я как раз таки и говорил, это первая серия пенальти в финале. Такого еще не было. Интересно будет понаблюдать. Нерв накаляется еще больше. Делайте ставки, друзья мои. Делайте ставки. Держите кулачки. Уважаемые болельщики, мы не заходим на поле. На поле остаются только пробивающие. Все остальные за пределы поля, пожалуйста. Не заходим на поле. Все выходят из поля. Остается только командой. Судьи в деле. Судят серию пенальти. Разогнали болельщиков лишних. Болельщик выбежал на площадку с плакатом. Зрители собрались Qozon bunda bugun. Qozon bugun bunda. Bunda kim shu? Yoshlik. Yoshlik kamandan shumi? Rahmatulлин Aye, yo'qdir, boshqa. у мяча. Ha, qoramni. Ular bir yil jingganlar endi. Ular qishli komanda. Mana qara. Эти ни разу серый не Удар. Все, тоже точно.
Сколько хладнокровия, выдержки Опять надо, забивает чтобы Анвар пробить в Рахматуллин. данной ситуации пенальти. Счет становится 1-1. Это просто не передать, кто не пробовал это делать. Кто... К мячу подходит номер Сложно 8. объяснить, что испытывает игрок, Иван когда Андроник. подходишь к точке. Ворота, когда ты бьешь, ворота сразу становятся меньше, вратарь больше. Андраник хорошо проявил себя. Не попал. Удар, точный. Забивает. Счет 2-1. Точный, шикарный удар. Пока Игровый для вратарь. себя футболисты очень хорошо. Лидер команды Ялкын. А что за они приехали, в третьем году первый раз сюда. Карим Хасанов. Мяча. Голов и Бабай. И вот мы с ним как раз об этом поговорили. У мяча Хасанов Карим, номер 99. Тогда было 75. Судья просит переставить мяч. 4 года будет 100 лет как мужскому футболу. Будем очень мощно будем проводить. Хорошо, молодец. Забивает. Счет Молодец, 2-2. Карим. Мы все переживаем за наших ребят, сколько мы там, мы все болеем за них. Да, спорт брат. Сабир мяча. Тоже опытный игрок. Как умор динамично развивается все, пока нормально. Очень сложно вратарю угадать направление полета мяча, среагировать и отбить пенальти. Да. Вот он подарок, вот он подарок команды команды Яшек. Конечно. К мячу подходит Пузанов Игнатий. Кстати, у него сегодня день рождения. Давайте поздравим его с этим прекрасным праздником. Игнатий день рождения сегодня, и он идет на очень важный момент. Я думаю, прекрасно будет, если он сделал тебе подарок на день Пожелаем рождения удачи ему. в виде Удачи. забитого пенальти. Я уже даже заговариваться стал. Букмар чемпион! Давай, давай. Штанга! И не забивает Штанга! Пузанов Игнатий. Счет прежний 2-2. Да, вот это штангу финал, попадает мяч. дамы и господа, вот это игра. Да, спортивная сцена. Мандраж К есть? мячу подходит Сабиров Ильнур. Парень, который оформил дубль в полуфинальной игре. Мимо. Мимо. Не поймает, сейчас поймает. И забивает. Счет становится 3-2. И забивает Раиль Нигмадянов, капитан команды. К мячу подходит капитан команды Нигмадзянов Раиль. Вот спортивная сцена. Хабрижан Акурай Да. Был момент у Пузанова, конечно, реализовывать пенальти, и было бы сейчас немножко поспокойней. Где-то или мечта где-то. Представляешь, да? Парень. Хорошо. Молодец, Раиль, молодец. Здорово Забивает. пробил. Счет становится 3-3. К мячу подходит номер 14 игрок команды Яшик. Рафиков Султан. Султан. Боже, ему надо Уже многолетний опытный игрок, техничный Рафиков Султан. вообще жизнь. Ну, потому что там появляется. Ну, футбол нервный матч, конечно. Слайдер. У команды осталось по одному удару. Стрессы. Каждый пропущенный. Да. Каждый игрок. А там же уровень на уровне президента контроль идет. Я тоже телевизор включаю. Не включая. Новости на аппарат, не на телефон. Не надо смотреть. Сейчас война идет, тем более. Да, все могло закончиться, ведь в основное добавленное время, когда не выстояла команда Ялкын 20 секунд.
Моховец, Вратарь молодец! команды Ялкын. И вот он, решающий удар от Мухаммеда. Будем надеяться и желать К мячу забить подходит игрок этот мяч команды и Ялкын, а стать также обладателем Кубка Мухаммедшина игрок нашим ребятам. команды победителя Кубка Мухаммедшина 2023 года. Куб Мара Бабай. Мухаммед, давай. Гайнердинов Мухаммед, номер 5. Есть победа команды Ялкын, из чемпион города Куба 2024. становится победителем Молодцы, Кубка парни, всех Мухаммедшина поздравляю с победой. 2024. Друзья, давайте еще раз громко поддержим наших ребят и скажем им спасибо за этот прекрасный, шикарный финал. Первый раз в своей истории эта команда завоевывает Кубок Мухаммедшина. Поздравляем парней. Ну и также поблагодарим команду из поселка Чемодан. Команду Яши. Достойный финал. Отыгрались буквально на последней минуте. И перевели матч в серию пенальти. Это был достойный, хороший триллер. Спасибо парням. Всем Спасибо судьям. Это был шикарный финал, который могли написать только в Голливуде. Приветствие команд, поздравления. Команда Ялкын, я попрошу вас пройти поближе трибуну, выйти с поля, чтобы подготовиться к награждению наших команд. Ну что ж, дорогие друзья, вот и закончился наш долгожданный финал. И буквально с минуты на минуту начнется наше награждение команд. Ну и, конечно же, как же без вкусного музыкального подарка. И специально для вас, специально сегодня на этот прекрасный стадион с шикарным видом приехали наши друзья, можно сказать, наши приглашенные гости. Я не побоюсь этого слова сказать, это легенды татарского рэпа. Это Шакур и Кейру. Поэтому, друзья, давайте мы сейчас их встретим бурными овациями, аплодисментами. Кукмара, салям! Барыгызны да котлыйбыз бу турнир белән. Афәрин бик матур, бик якты, яхшы энергетикалы, урысча әйтмешли.
желаем этот турниру, чтобы он был не просто республиканский, а стал, перерос со временем, международный. Құтлыбыз жеңушілеріне. Ялкан, поздравляем. Лучший афарин егитлер шапуен. Заслуженная победа. Молодцы. Пошла в Также благодарим нашего друга Артура за свой вклад во все это. Barışıyı bu sırav Kumetlerin biz yürürüz Berberimizni yalana Biz sileşmeybiz diyerlik Doğrusu damlaşılar Heme yana biz tünlerin Kırgı gizler ötünde Min sıramam koşan Biz kuruşur biz kaba Siciyin nasın gidirge Famada tuşka böyle Min işitem yıklaşa Olmaz suyan min gittim Hem yıldıdan aynım işe Yolum kola düşügümde Bu yana tem kobatlanır Ele kobatlanan Kömek ekşireminin yetesi Sin uyatırsın yine Taksi muzgalı Подъезд түбіне Хамин көрмем Көз яшәрін бетінде Бір футболсыз әрекетте Сенейіне менішке Сезілмейше юғалырсыз Бұл шәһәрдің тезлігінде Яшын суқандай Келер СМС Мен Мәскәуден Нұғылы соңғы рейс Сенің сөздерің тіл болды Елмай рақала Өзім күнәріміз өтті Көрден юлар ұқалға Сенің көздерің мені Нышаны шүрмәді Керек ялған ама Сеп көз яшәріңні Үзі болса Şkırtıydı Kırşaklı sematör Gereğin yok senin Gereğin şaltırama Yankır olup gelmeme Kolay bulsam ne bulsa senin yok gereğin Çarptım bir kız aşı Senin yanında ses okuyun Dikmeyi toplama Desinle hamın deşmemsine Hey bu min Kişin deniz yarında Gradusa meni süpeyip Qara kıyaş bayığanda Kızık biz bir ilde Bir şehirde bir yerlik Hemme yollar kesilişmez Seni esirler İstek oldu da fronta girmişler Türkiye'nin hakkısı Jil tozdıran çeşlerini Oksarapan güzel kızlar Üzer yılmayı Florbay kucisi Seni izker dışarı Kinetine izirdi Hingistan'ı Essiginin ahırında Laguna biz hamin ola Farin kıyaş bayağına Dur saatten bozanda Sin yandırgan zıpırlardan No woman no crime Fikirleşen 12.000 büyüklükte Yıman kuzlarımın Biz görüşmemiz bir koşan Florbay kucisi Senin sözlerin тіл болды Елмай рақала Өзім күнәрі біз өтті Бұтен бұлар ұқала Яман көздерің ема Нышаны шкіртмәді Керек ялған ама Сеп көз яшәріңні Үзі болса Шаны шкіртір еді Ұршақ sematör Керегін yok senin Керегін шалтыратма Яңғыр болып келмемін Олай болсам не болса Сенің yok керегін Яңғыр болып келемін Олай болсам не болса сенің керегің Рахмет. Аминді бағын бір жыл. Сіздерін білсәңіз, екен ұшынтасын ұшылып жабарсыз деп ұшанып оғылабыз. Düşken koytan bilge Ablasına işgülerden Dıngır işte Tam yıklarga Ayağına alın emirden Ağa işte Maşinada Tula tütün Kürden işe irtege Eye Her gün Zor gizlikten Tırgımda kire başka Buldu gitem sefeden Oldu dersen birine Hemme nikeşler sırı Barma yana jıllar bırak Allah defterimde buğra Hem tırıp yazam ağar Bugünler kabarlarlar Benim kıyılan benim Bәхетлiyim
Üstünmedi bizni vakit soyladı Kvartal dekabr ugro Tek bu mine tutakmadı Seyletti modana Bakıstırdı kullarda Habib kuren bu halde Yüze karşı abuzanda Eski tankol Blökura sor hem aksa Her gün sayılır güzellikken Hem Allah yaşarken Hey bu benim zamana İyimin kuruklar dışı Hemen düşler şu başa Bizde sınav var Bugünler kabaklanmaz Bilir kıyılam bilir Şarlar yer Yok Ağlar bize izge olmaz Bir kadirlenmez Yirikleyle Bize gitmedi Bizni vakit sayladı Kvartal dekabr Ugro Tek bu mine tutakmadı Modada Bakıstırdı kullarda Hemin kuren bu halde Yüze karşı abuzanda Eski tankol Blökura sor hem aksa Her gün sayılır güzellikken Hem Allah yaşarken Eye bu benim zamana İyimin kuruklar dışı Hemen düşler şu başa Bizni sınav kararışı Bu soktu yırtandı Bozapırda uda yaşı Hemimine kurum üstü Yazmışından da rahimsiz Toprak bizimle yuvada Karısı da yakşılı Hemen aşağını şimsine Davalı şaşırılır Gazetine sarı statya Jurnalistler olarak şerdiği püre Şangırıp yoldan da Var bulganın kuyatırı Ünlülerini parattıran Bakızdak şahım yolda Eye bu benim zamana Bugünler kabaklanmaz Bugünler kabaklanmaz Bugünler kabaklanmaz Ağlar bize izge olmaz Ağlar bize izge olmaz Ağlar bize izge olmaz Bir kadirlenmez Yerleydi Yetirek eğilerine Bir barbarı yeterek Bir kınaldan yaşa Ülkenmedi Aşını yigir bağını Basıda yigir bu hem yuvalı Dostum biz yeşili Eye yülerdi Bugünler kabaklanmaz Bugünler kabaklanmaz Bugünler kabaklanmaz Ağlar bizne izge olmaz Kurban'a bir zor rahmet Bayram bilen Kıymas tamir takdir Big Зур Ахмед, Дусав, спасибо огромное нашим гостям, нашим друзьям, можно сказать. Команда, я вас попрошу сейчас построиться. Команда Ялкен становится вот здесь в одну линию. Команда Яшек и Сабаешер прямо напротив тоже вот здесь в одну линию. Давайте, давайте, быстрее команда, не стесняемся, выходим. Ходи, ходи. Команда Ялкен может вот сюда стать. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, 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 feel the thunder, lightning.
Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые гости, добрый уже вечер. Еще было утро, как только мы пришли на стадион и начинали наши полуфинальные игры. И вот уже завершился этот день и завершился тот самый долгожданный кульминационный момент этого футбольного года. Кубок Мухаммедшина 2024 завершен. И для того, чтобы наградить наши команды и сказать приветственные, благодарственные слова, я хочу пригласить сюда, рядом со мной, наших почетных гостей. Глава Кукмарского муниципального района Дмитриев Сергей Дмитриевич, под ваши бурные аплодисменты. Также я приглашаю сына Рената Шакировича, Рустем Ринатович Мухаммедшин. Хочется пригласить также Наиля Нурмиевича Гизатуллина, Ильгиза Газизовича Фахриева, Тимура Ильсуровича Медшина, Артура Рустамовича Мухаммедшина, также Тагира Ильсуровича Медшина и Гарипова Ленара Земфировича. Приглашаем вас сюда. Слово предоставляется Дмитриеву Сергею Дмитриевичу. Добрый вечер, уважаемые земляки, гости нашего района. Подстала доброй традиции отмечать ежегодно турнир Мухаммедшина Рената Шакировича. Благодаря поддержке, во-первых, Ильсура Медшина, внуков нашего Рената Шакировича. И мы видим, каждым годом у нас желающих становится больше, так как это дворовый футбол. Сначала в районах, в городах должны организоваться именно группа футболистов, и победители, соответственно, выходят на данный турнир. И очень много обращений, много соседей и Кировской области, даже с Ижевска хотят подключиться на этот турнир. Я думаю, понимание найдется, и у нас еще появится больше команд. Отрадно то, что видим сегодня прекрасный футбол, хороший матч, как настоящие футболисты сегодня играли. Да, вы просто молодцы, красивый, яркий футбол показали. И болельщики очень сильно поддерживали, но сильнейший победил. Поздравляю всех команд, которые играли, которые показали хороший футбол. И, конечно, желаю и в дальнейшем, чтобы вот этот турнир только она росла. И мы с вами ежегодно здесь на Кукмарской площадке встречались, и вы нам показывали хороший футбол, хороший матч. Еще раз с праздником, поздравляю всех победителей, желаю удачи, здоровья и, конечно же, всем нам мирного неба над головой. Спасибо. Огромное спасибо. Слово предоставляю сыну Рената Шакировича Рустему Ринатовичу Мухаммедшину. Под ваши бурные овации. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за участие в этом замечательном, чудесном празднике. В этот солнечный, яркий день команды проявили настоящее бойцовское качество. Была реальная спортивная интрига. Вы боролись все до конца, как львы, борцы. Спасибо за то, что вы до последней минуты сохраняли уверенность в своих бойцовских качествах, уверенность в победе. Я всех поздравляю с этим праздником спорта. Всем желаю хорошего настроения, удачи, вперед! Огромное спасибо. Рустем Ринатович, слово предоставляется Мухаммедшину Артуру Рустамовичу. Хайрликейш, добрый вечер, дорогие гости турнира, участники. Это уже 20-й турнир. Сколько было проведено уже кубков еще при жизни Бабая. И уже после того, как его не стало, мы продолжаем проводить этот замечательный турнир. И это уже 20-й турнир. Мы не теряем наш уровень, стараемся развиваться. Надеюсь, что в следующем году мы уже добавим в каждом из показателей, будь то соревновательная спортивная часть, будь то культурная программа. Все делается для нас, для жителей, для игроков. Все делается для того, чтобы мы каждый раз пытались делать
все то, что мы делаем, лучше. Играть лучше. Выступать лучше, проводить лучше, организовывать лучше. Не все получается всегда без сучка и задоринки, но мы стараемся и надеемся развиваться с каждым годом. Огромное спасибо командам. Великолепная игра, неуступчивая игра. Не понаслышке знаю, играл здесь очень высокий уровень сопротивления. Прекрасный гол капитан Яшляка забил. Просто уровень высочайший. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы участвуете в нем, за то, что вы приходите сюда. Мы делаем это все вот для нас самих, чтобы мы приходили, радовались этому празднику футбола. Спасибо вам огромное. Огромное спасибо. И сейчас мы приступаем к нашим благодарственным письмам. Хочется вручить вот такую вот благодарность Шайхутдиновой Алисе Анасовне за большой вклад и верность в Кубке Мухаммедшина. Приз вручает глава Купурского района Дмитриев Сергей Дмитриевич. Естественно, фото на память. Благодарность Арютину Александру Николаевичу за большой вклад и верность в Кубка Мухаммедшина. За помощь, за организацию. Такая же благодарность вручается Салимгараеву Алмазу Ильдусовичу за большой вклад и верность в Кубке Мухаммедшина. Благодарность вручается Хусаинову Ринату Максумовичу за большой вклад и верность. Да, это лучший болельщик нашего Кубка Мухаммедшина. Спасибо огромное. Сейчас мы хотим наградить лучшего вратаря турнира. Награждать у нас будет Рустем Ринатович. Лучшим бомбардиром турнира признан игрок команды Сабай-Эшлери Нуристамов Айрат. Давайте поприветствуем его. Вратарю, лучшему вратарю турнира. Да, это приз Фахрива. Да, все правильно. Да, естественно. Лучшему вратарю турнира. Приз Гизатуллина, лучшему бомбардиру турнира, вручает Наиль Нурмиевич Гизатуллин. И им становится игрок команды Ялкен Хасанов Гариб. Приз Медшина. Такой приз выдается лучшему игроку турнира. Да. Приз будет вручать Артур Рустамович Мухаммедшин. И лучшим игроком турнира признан игрок команды Яшлык Ярулин Данияс. Ну что ж, индивидуальные награды. А также хочется поблагодарить и дать приз зрительских симпатий от Наиля Нурмиевича. Приз зрительских симпатий финалистам розыгрыша Кубка Мухаммедшина. 13 номер команды Шамардан, я так понял. Ярулин Айрат. Я в нем вижу Бериша, футболист команды Ахмат.
конечно, герой сегодняшнего матча, вратарь команды Елкен. Хафизов Танзи. Ну что ж, мы переходим к награждению команд. И место Кубок Мухаммедшина 2024 года занимает команда Собаешнере. Давайте встретим их аплодисментами. Давайте сделаем фото на память. Спасибо огромное. Давайте еще раз похлопаем команде Собаешнере. Очень молодые парни. Это их первое призовое место в данном турнире. Второе место Кубка Мухаммедшина 2024 занимает команда Яшлык из Шимардана. Друзья, все смотрим на камеру, сделаем фото на память. Спасибо огромное команде Яшлык. Молодцы. Ну и долгожданный момент. Победителями турнира Кубка Мухаммедшина 2024 становится команда из города Кукмар. Это команда Елкен! Поздравляю, ребят! Первый раз в своей истории они берут Кубок Мухаммедшина. 4 года подряд эта команда не пробивалась даже в плей-офф турнира. И в этом году, впервые выйдя в финальную часть, команда заняла первое место. Команда Ялтантакска является чемпионом Кукмарского района 2024 года. Безоговорочный победитель внутреннего чемпионата Кукмарского района. Ну и Сергей Дмитриевич и Рустам Ринатович, я вас попрошу поднять вместе с капитаном команды главный Кубок Мухаммедшина.
Где наш капитан Нигматянов Раиль? И под ваши бурные овации, аплодисменты ребята победителя Кубка Мухаммедшина 2024. Поздравляем парней! Давайте сделаем фото на память. Они получают сертификат на 100 тысяч рублей от наших организаторов турнира. Теперь я предлагаю сделать фото, совместное фото со всеми вместе. Из команды Яшик, из команды Собаевштеры. Ребят, не расходитесь, давайте сделаем вместе фото. Да, также я попрошу всех. Давайте, ребят, не стесняйтесь. Ребят, давайте вставайте тоже здесь. Собаевштеры сюда, Яшик может на ту сторону стать.